Алексей Степанович, добрый день. Недавно в средствах массовой информации прошла публикация о том, что вы встречались с председателем Генсовета партии «Единая Россия» Турчаком. Возможно, я ошибаюсь в его должности, но в принципе это не важно, фамилия известна. И что на этой встрече обсуждался вопрос вашей политической карьеры в виде кандидата в Государственную Думу. Очень запутанная, противоречивая информация. Хотелось бы из первых уст узнать подробности, была ли такая встреча, были ли предложения какие-то о снятии или наоборот остаться в политической гонке. Можете прояснить ситуацию? Да, действительно, была такая встреча с руководителем партии «Единая Россия». Инициативы моей не было абсолютно об этой встрече. Инициатива была со стороны руководителя партии «Единая Россия». И предметом встречи практически в процессе встречи были изложены те методы и способы, которыми они пользуются при зачистке округов на том или ином уровне по выборам, либо муниципальным, либо региональным, либо федеральным. Что это значит? То есть методы зачистки округов, они очень просты, непрозрачны, и как раз они имеют под собой основу, как говорят у нас в народе, это торг на определенных условиях. В данном случае было предложено мне 22 я зарегистрировался июля, а 23 состоялась встреча и было предложено мне сняться как кандидату в депутаты Государственной Думы. На условиях была предложена работа, начиная от нашей столицы, нашей великой Родины, заканчивая предложением для работы в органах власти на территории республики. Эти предложения я не принял, была настойчивая просьба мне хорошо подумать и все-таки вернуться к рассмотрению этих предложений. Я их в своем коротком сообщении в соцсетях назвал в кавычках вкусными предложениями. Но это метод проведения торга для того, чтобы зачистить округ и провести необходимого кандидата на тот или иной уровень выборов. В частности, речь идет о представителе «Единой России» по второму избирательному округу на территории Республики Алтай. Вот. Предложение я не принял. Первое предложение, чтобы я снялся и пошел работать либо в Москве, либо в республике. Я могу конкретно сказать, в Москве в частности предлагалось работать, возглавить постпредство. Я считаю, что для меня это уже пройденный этап. Это предложение в свое время я сам высказывал главе республики Олегу Леонидовичу Хорохордину. Он его не принял после ухода в отставку 10 августа прошлого года. Поэтому я считаю, что этот вопрос уже исчерпан. Вот. Второе было предложение мне не быть кандидатом от партии «Справедливая Россия», а стать самовыдвиженцем, то есть осуществлять сбор подписей. Это предложение также я не принял, потому что я считаю, что это уже невозможно и нереально. И, естественно, я не могу взять на себя такую ответственность и подвести парламентскую партию и непосредственно руководителя партии Сергея Михайловича Миронова, который возлагает определенные надежды на наш второй избирательный округ. И вот в процессе всей этой беседы я наяву увидел, если раньше кто-то не верил, какие способы и методы использует ведущая партия для того, чтобы подготовить и протянуть своих кандидатов на любом уровне выборов, то теперь я с этим лично столкнулся, и я понимаю, что действительно методы нечестные, непрозрачные, и методы, которые не обеспечивают конкурентные условия для всех кандидатов предвыборной гонки. Все предложения были отвергнуты, окончательное слово было с моей стороны нет, и я думаю, что это решение, конечно, оно повлекло вот все эти
всю информационную, как говорят, атаку, что ли, да, по этому поводу. Ну, я думаю, что это еще и больше будет, поэтому на этом никто не остановится. Но я думаю, что это начало борьбы, и мы к этому готовы все. Алексей Степанович, скажите, а почему так озаботила Турчака именно ваша персона? Получается, что вы можете выиграть их кандидата, либо оттянуть голоса от этого кандидата. В чем основная причина, по-вашему? Ну, прежде чем на этот вопрос ответить, я могу сказать, что моя кандидатура, она была и с самого начала, когда всем стало широко известно о возможности выдвижения от партии «Справедливая Россия», она была не очень позитивно воспринята в политических кругах федерального уровня. Давление на руководителя партии было колоссальное. Давление с целью, чтобы партия поменяла кандидата вот по нашему округу. Вот. И как следствие уже, было после выдвижения меня вот на съезде партии, и как следствие после моей регистрации был бы составлен этот разговор. Но это является подтверждением того, что мы на правильном пути, что мы выдвинулись, значит мы что-то из себя представляем, и мы можем составить реальную конкуренцию представителю от партии «Единая Россия».